Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Современный человек, и несмотря на то, что находится внутри природы, природного мира, считает себя хозяином этого мира. Это относится к людям всех абсолютно профессий, специальностей, в том числе и археологов. Мы очень часто, видя вокруг себя природу, думаем, что всегда было так. Она была всегда подчинена человеку, вот, человек всегда ей пользовался. И, скажем так, то, что мы видим около себя сейчас, такая же картина была и 300, и 400, и 1000 лет назад. Но, как показывает практика, как показывает наша работа, все происходило совершенно по-другому. И человек, как и все остальные, скажем так, существа на земном шаре, это только один маленький элемент огромного природного мира, вот, который и подчиняется, естественно, законам этого мира. Как мы к этому пришли в археологии? Дело в том, что я представляю Астраханскую область. Вот, я и сам астраханец, родился там, много лет работал. Сейчас работаю в Институте археологии имени Халикова, Академии наук Республики Татарстан. Но, тем не менее, одна из наших экспедиций института — это постоянная работа на территории Нижней Волги, то есть на территории Астраханской области. Астраханская область всегда считалась, и в древности не было Астраханской области, была область Вилает-Сарай. Вот, это столичный сарай великого государства Улуса Джичи, Золотой Орды. Вот. Ну, в современности всегда считалось, что Астраханская область — это как раз та территория, где находились столицы этого государства. И, скажем так, про Золотую Орду мы знали всегда. Я не скажу, что много, мы и сейчас многого еще не знаем, но намного больше, чем о каких-то иных, более ранних культурах. И всегда считалось в среде коллег, что Астраханская область — такой клондайк для тех, кто занимается историей Золотой Орды. Но в течение многих лет экспедиция Института археологии Татарстана работает на территории Нижней Волги, и постепенно начал появляться материал, который перестал ложиться в привычные схемы для нас. Естественно, на это обратили внимание, вот, начали вырабатывать методики, начали вырабатывать понимание всех процессов, которые происходили. Все это совпало с тем, что я готовил как раз докторскую диссертацию, и основой моей работы это было изучение, конечно, памятников Золотой Орды. Но чтобы показать золотоордынский период, многие вопросы оставались подвешены в воздухе. На некоторые вопросы мы не могли найти ответ, потому что ответ этот лежал достаточно глубже, то есть в доордынском времени. Поэтому тему исследований пришлось расширить и окунуться так в более глубокую древность, с 13 века нырнуть в 10. Попав туда, мы поняли, что обычными объяснениями, привычными нам, ситуация не исправляется. И пришлось уже прибегнуть к другой науке, вот, которая называется климатология, гидрология, ну и все, что связано с изменением природного мира. И сейчас вот как раз Астраханская область достаточно небольшая, но очень сложная по своему природному составу. Северная часть области — это степные просторы. Срединная часть области — это полупустыни и пустыни. И нижняя часть, как раз южная, это Северный Прикаспий или дельта реки Волга. То есть, и вот полоса, которая разделяет нашу область с севера на юг, это Волго-Ахтубинская пойма. То есть, если так вот говорить простым языком, нормальная жизнь есть в дельтовых районах, нормальная жизнь есть вот в этой узкой полосе Волго-Ахтубинской поймы, а вправо-влево это пустыни, где жить даже животным очень тяжело. Когда мы вот это дело увидели и начали смотреть, вот сразу, значит, еще вот один такой момент. Астраханская область обладает таким природным богатством, которое больше нигде не встречается, только у нас. Это так называемые Беровские бугры. Они начинаются со срединной части области и уходят в южную часть дельтовую. Эти бугры — это остатки дна Мирового океана, когда формировалась Прикаспийская низменность, когда формировалась суша, прибойные волны создали такие природные чудесные явления. Они у нас тянутся на километры, вот,
ориентированы все где-то запад-восток с небольшими отклонениями. Высота бугров в южной части доходит до 20-25 метров, вот, длиной по несколько километров. Ну и к северной части они становятся меньше размером, вот, но тем не менее. И всегда ранее, когда мы проводили археологические разведки, вот, мы, естественно, в первую очередь осматривали эти бугры. И на всех буграх, практически на всех буграх, мы находили следы древнего человека. Битая керамика, косточки там и все, что с этим связано. И в основном, конечно, были это вещи, относящиеся к ордынскому времени. Иногда, конечно, находили и вещи более раннего периода, но мы это трактовали так, что какие-то единичные были ситуации, когда человек попадал в эту зону. Вот когда мы начали заниматься уже, совмещая данные археологии и климатологии, у нас получилась совершенно иная картинка. Вот здесь на этой схеме вы видите, за несколько десятилетий нами обнаружено 305 объектов археологии с 10 по 15 век. Мы видим, как заполнены дельтовые части, мы видим, как идет заселение Волго-Ахтубинской поймы. Вправо-влево, то есть в пустынные просторы, ни одного значка, потому что жизнь и в те древние времена там была очень-очень тяжелой. Следующая схема показывает нам памятники до ордынского периода, с 10 по 12 век. Вот первый к этой теме обратился в свое время еще великий Лев Николаевич Гумилев. В конце 50-х годов, в начале 60-х, 2 года он проводил разведки археологические на территории Северного Прикаспия, нашел несколько памятников, и, в принципе, тогда вот у него начали рождаться идеи о пассионарности, о влиянии климата на человека и так далее, так далее, так далее. Но, к сожалению, по разным причинам, обозначив эти темы, обозначив эти, в принципе, очень мощные идеи, Гумилев не пошел дальше. Вот. И на многие десятилетия эта тема была как бы закрыта, и ученые, археологи к этому возвращались крайне редко и крайне неохотно. Но вот мы начали этим заниматься, и, пожалуйста, уже у нас есть образец того, что в предордынский период, оказывается, на территории Северного Прикаспия были люди, и не просто были, они там жили достаточно массово. Приходит период Золотой Орды, 13-15 века, и видите, сразу появляется намного больше значков, да, то есть появляется огромнейшее, красивейшее государство с развитой урбанистической, то есть городской культурой, это города, это масса поселений, и, естественно, так как это столичный регион, Вилоет-Сарай, количество погребений, поселений и населенных пунктов возрастает, мы видим, какое идет заселение. Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, как же нам объяснять вот эти доордынские памятники и как они связаны с Ордой, почему Орда у нас находится только на одних участках, но нет на других, мы решили посмотреть, как жил Каспий. Это вот всем доступная схема совершеннейшая, и все коллеги всегда ей пользовались. Это показывает, как Каспий у нас уровень Каспия менялся. Каспий — это очень интереснейшее море. Ранее он был связан напрямую с Аралом, так и назывался Арал-Каспийский регион. Когда Арал усыхал, воды Каспия поднимались. И наоборот, то есть такая помпа была. Но в последнее время вот ситуация как-то изменилась. Как вы знаете, Арал практически полностью высох большей частью. Вот. Но Каспий долгое время оставался с водой. Сейчас, вот, начиная с 2000-х годов, идет очередной уровень регрессии Каспийской, то есть идет падение уровня Каспия. Причем идет оно достаточно серьезными шагами, вот, от которых нам скоро будут очень-очень серьезные проблемы. Но мы живем в современном мире. И как мы видим вот по этому графику, такие движения Каспия, они были достаточно регулярны, с шагом там в 200-300 лет. Как человек справлялся тогда, вот вопрос тут же возникает. Начинаем мы смотреть. Вот когда мы переложили шаг здесь, в этой схеме показан в столетие, мы переложили на десятилетие, и у нас стала получаться картинка. Вот это период 10-12 веков, то есть как раз время гибели Хазарского каганата и появления на остатках Хазарского каганата нового государства, которое пока еще мало известно, которое пока еще мало исследовано. Называется это государство Саксин, вот, или область Саксин, как ее иногда называют в научной литературе. Всегда считалось, что был такой в XII веке город Саксин, который появился на развалинах Хазарской в Итиле. Вот. Ну и, в принципе, об этом государстве больше и не было известно ничего.
когда мы начали вот заниматься уже такой осознанным поиском памятников до ордынской эпохи, не только ордынской эпохи, но и до ордынской эпохи, количество этих памятников стало возрастать и стало рождаться у нас понимание ситуации. Вот если здесь на схеме, видите, такой есть интересный пик, он обозначен как период катастрофы. Вот. Когда мы положили на этот график исторические данные, удивительным делом этот период катастроф попал на время, когда произошло падение Итиля, то есть падение Великой Хазарии. Везде в письменных источниках, в летописях объясняется, что пришел князь Святослав и разгромил хазарского кагана, вот, и Хазария была порублена, поэтому исчезла с лица земли. Ну и Святославу помогли орды печенегов, кочевников. Как показывает нам этот график, конечно, скорее всего, и войска Святослава, и печенеги участвовали в этом деле, в разгроме хазарского каганата, но в первую очередь, вот, и, наверное, основную причину здесь повлиял Каспий. Резкий подъем в течение 15 лет на 8 метров. Представляете, сразу как заливаются земли, как под воду уходят деревни и все остальное, посевы. Людям куда деваться? Люди, естественно, убегают от воды, да, бегут туда, где повыше и подальше. Там их и настигает, конечно, уже полчаса врагов. Вот это вот одна из таких вариаций, которые нам удалось увидеть с помощью применения методов вот, гидрологии, то есть совершенно иной науки. Мы переходим в век 13-15, то есть это время как раз существования улуса Джучи, Золотой Орды. И мы видим, как Каспий достаточно медленно, плавно поднимается. Небольшие там скачки были, но такие не катастрофические. И самое главное, здесь происходит что? Подъем уровня Каспия, естественно, ведет к увлажнению всего региона. Степь увлажняется водой, реки становятся полноводными, степи увлажняются, появляется трава, кочевнику хорошо жить. Этот период совпадает с тем, что как раз монголы приходят на территорию Нижней Волги, и, как в некоторых монгольских летописях пишется, когда хан Батый увидел эти степи, он сказал, что нет степей, где трава сочнее, нет воды вкуснее, и так далее, так далее, так далее. Конечно, это все очень такое образное объяснение. Просто монголы увидели, насколько плодородны и благоприятны эти нижневолжские степи для проживания. Было создано это огромное государство, это очень сильное и красивое государство. В низовьях Волги была образована столичная зона улуса Джучи. Естественно, со временем это получило развитие, появились громадные города, крупнейшие города в средневековом мире, появились сотни поселений, международная торговля и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы привыкли изучать. Вот пока я вам показал графики, а теперь мы с вами посмотрим, как это работало на Каспии, как менялось его зеркало. Это тоже очень показательно как раз. И вот первый период, да, это 6-7 века. Вот то, что белое, это суша, видите, да? И вот такой проходик между двумя большими лужами, этот проход называется Евразийский мост. Вот как раз по этому проходу в 7 веке, начиная, вернее, в 6 века, пошли кочевые тюркские племена с Центральной Азии, с тех вышли с Алтая через Среднюю Азию, и вот как раз через этот Евразийский мост они пошли в европейские, южноевропейские степи. Это было начало такого тюркского большого похода вот в эту обширную зону. Это у нас период 6-7 век. Проходит буквально некоторое время, мы попадаем в век. И это как раз время было, когда только-только начал формироваться хазарский каганат. Вот у нас уже показано море 9-10 веков. Видите, уже половина той суши, которая ранее была, она уже затоплена водами Каспия. Но остается еще достаточно большой участок земли, Астраханская область, сюда уходим на запад, в Дагестан и в Азербайджан, вот, сюда уходим мы в Казахстан, до Мангышлака, по сути, все это у нас еще единая сушь. И это плодородные земли, потому что после ухода Каспия земли увлажненные, вот, естественно, люди не могли эти земли не использовать. Но в этот момент как раз вот и происходит затопление хазарских земель и, по большому счету, гибель хазарского каганата. Часть людей уходит куда-то очень далеко, часть людей несколько переселяется там, где по суше остается, и становится населением вот уже следующего государства образования, которое мы пока называем область Саксин. Это у нас 12-13 век. Видите, суши стало еще
еще меньше. А это мы уже сейчас находимся перед самым приходом монголов. Вот, когда монголы появились в Нижневолжских степях, и не сразу получилось у них взять эти степи, завоевать в течение, ну, разные источники по-разному говорят, вот, но некоторые источники говорят, что в течение 8 лет происходили боевые сражения. Это о чем говорит? О том, что население Саксина было достаточно большое, сам Саксин был достаточно развит и экономически, вот, и культурно. Культурно, это, можно сказать, там жил известный в мире богослов Алгарнати, который 20 лет прожил в Саксине, который часто путешествовал, посещал Болгар, который посещал Хорезм, Каир, вот, в простом, скажем так, поселке, где нет ничего, а особенно слушателей, вряд ли богослов такого мирового уровня дожил бы 20 лет. И вот мы сейчас, значит, видим, как у нас уже уходит с лица земли Саксин. Проходит буквально еще некоторое время, и все, Каспий вот встал в ту границу, которую мы видим сейчас. Это 14-15 века. Все, что южнее, это уже Золотая Орда, это Золотая Орда на суше. Но мы помним, что Каспий затопил достаточно большую территорию. Сейчас идет очередное падение уровня Каспия, причем по прогнозам, вот буквально за последние 10 лет Каспий уже упал на 1,5 метра, в горизонтали это порядка 100 километров сейчас уже вода отходит или становятся абсолютно мелководными, где наши рыбаки не могут протащить даже лодки. И сейчас очень кризисный вариант наступает для рыболовства в низовьях Волги и на Северном Каспии. Это очень серьезные проблемы, которые не знаю, как будут решаться. Вот. Это вот современная картинка, которая показывает, как сейчас Каспий выглядит с космоса. И мы видим, и вот как раз эта вся огромная территория и северо-восточного Прикаспия, это мелководье, где глубины сейчас не превышают 1 метра. То есть это, ну, это катастрофа. Вот так вот сейчас выглядит побережье Каспийского моря в Казахстане, северо-восточный Прикаспий, как раз северо-западный Прикаспий, это Азербайджан, то же самое. Каспий уходит, и тоже начинаются очень серьезные проблемы. Сейчас я вам показал, что происходило с Каспием на протяжении этих многих веков. Начав работать уже осознанно, имея в виду, что у нас есть ордынские и доордынские слои и эпохи, мы начали просматривать внимательно, и оказалось, что часть памятников у нас несет в себе двойные культурные слои. То есть есть золотоордынские слои, но ниже лежат слои как раз вот периода Саксина и позднего Хазарии. Таких памятников пока не очень много, но уже достигает нескольких десятков. Сейчас, так как Каспий отходит, идет усушение, просушение, тем более мы теперь уже понимаем, где искать и как искать. Вот за последние буквально 2-3 года где-то еще порядка 10 новых объектов было найдено, причем некоторые из них абсолютно не маленькие, это в перспективе будут достаточно серьезные открытия на уровне мировых открытий, но надо работать. На 4 памятников мы зафиксировали следы как раз трансгрессии. Вот, то есть мы увидели, как Каспий заливал и что происходило на этой территории. Но это на схеме, а вот теперь это уже работа археологов. Вот видите, так как бы 3 пояса у нас есть, да, 3 слоя. Верхний слой — это современные дела, там, начиная с 20 по 18 век. Серый такой. Ниже у нас идет такой вот светло-серый. Это мы всегда считали материковой поверхностью. Вот. Но, как оказалось, это слой, который был сформирован во время трансгрессии Каспия. И вот ниже на полметра мы спускаемся. То, что от дна, такое рыженькое, да, это у нас ребята обнаружили объект. Скорее всего, какая-то печь, возможно, гончарная, возможно, какая-то иная, но, видимо, производственная. Самое главное то, что все это находится под отложениями Каспийского ила. То есть в свое время, в X веке, Каспий поднялся, и вот более полуметра, почти 60 сантиметров, был сформирован такой пустой слой, который мы всегда воспринимали как раз материковым, не ожидая, что внизу находится еще целая культура.
Вот еще один такой же объект, еще одно такое же подтверждение. Вот, есть современный пояс современного времени, где-то включающийся 2-3 столетия. Есть, опять-таки, пояс, это переложенные алювиальные слои, образовавшиеся благодаря трансгрессии Каспия. И внизу вы видите погребение, это погребение ребенка хазарского времени, 9 век. И все это находится уже находилось под водами Каспия. Еще один объект, копается поселение сейчас, его начали вот буквально в 21 году нашли, потому что сами мысли вот эти вот появились достаточно недавно, где искать и как искать. Вот одно из поселений на бугре, и то же самое мы видим переотложение иловых слоев, которые перекрывают все культурные остатки. Еще один памятник, Самоздельское городище. Оно у нас датируется X-XIII веками, как раз в XIII веке начинается подъем, и оно покрывается водами Каспийского моря. Золотой Орды здесь практически нет, так небольшие кусочки абсолютно, то есть это было все затоплено. Но жить это городище начинало поселение с X века, где-то с конца X века. Еще одно поселение, которое было обнаружено буквально позапрошлом году, вот, называется Орлиное гнездо, и такая же совершенно ситуация. Здесь у нас есть небольшое поселение до ордынского периода, которое перерастает в ранний ордынский период, но потом все это дело у нас, это все дельтовая зона, поэтому все это дело покрывается водой, видите, вот по краям это растет камыш, и совершенно непроходимый. Сейчас усушение произошло, поэтому мы смогли найти этот памятник. То есть вот еще одно подтверждение того, насколько играл свою роль Каспий. И теперь мы с вами вот из далеких-далеких веков в Золотую Орду, наконец-то, любимую, вступаем. Вот, и что мы видим? Что было во время Золотой Орды на территории Северо-Прикаспия или Нижней Волги? Это столичная зона. Здесь было две столицы, два города, Сарай и Сарай-Аль-Джадида. Вот, здесь был город Хаджи-Тархан, здесь был город Сумеркент и город Кызыл. Была ставка, где на зиму приходила ханская орда, и здесь и обозначена как орда, и здесь, так как это столичная зона, начиная от Бату и уже до всех последующих ханов. Вот, здесь был образован ханский могильник, который мы тоже вот не так давно начали исследовать. Вот. Я работаю на Селитном городище, уже вот в этом году у меня будет 35-й полевой сезон. То есть экспедиции работают уже 60 лет. Экспедиция Института археологии Республики Татарстан работает больше 10 лет уже с нами на нашей территории, поэтому вы сами понимаете, на многих памятниках мы работаем, мы получаем огромное количество информации, вот, которую сами еще пытаемся объять своим мозгом. Получаем, раскапываем достаточно большое количество объектов, поэтому я вам сейчас очень коротко просто покажу, чтобы вы имели представление, что хранит наша Земля, какие сокровища, какие интересные вещи. И в каком состоянии эти вещи. Это вот один из горнов для обжига керамической посуды. Причем это не просто горн, это огромная мастерская, где насчитывается вот таких горнов еще и больше размером, около 100. Около 100 занимает это не мастерская, это фабрика, средневековая фабрика. Занимает площадь порядка 4 га, то есть представляете, какое-то огромное производство. Оно и сейчас огромное производство, а в средневековье. Огромный город требовал огромной массы продукции, поэтому и такое производства. Это вот как раз один из горнов. Склеп, вот, то есть относится к погребальной архитектуре. Вот такая у него очень неплохая сохранность. Относится он к концу XIV, началу XV века и чаще всего связывается с ногайской культурной общностью. Такие склепы очень много встречены в Сарайчаке на Урале, который являлся в свое время столицей Ногайской Орды. Вот еще один горн, это уже для изготовления, для обжига кирпича, то есть основного строительного материала, который использовался для строительства города. Это вот у нас остатки различных городских построек. Вот, я показываю очень мало, потому что их десятки, десятки и десятки. Это вот буквально в 20-23 году был раскопан достаточно большой, если не сказать, огромный дворец, остатки дворца. Дело в том, что такая сохранность у нас из-за чего? Когда Золотая Орда исчезла, появилось Астраханское ханство, потом Астраханское ханство превратилось в Астраханское царство, и Астраханское царство было присоединено к русскому государству.
государству. Город Ханштархан стал городом Астрахань, вот, и по велению царей русских было велено строить крепость, кирпичную крепость вместо деревянной. И, к сожалению, вот все сооружения, которые в то время находились на поверхности из хорошего обожженного красивого кирпича, эти сооружения разбирались по реке, плотами кирпич сплавлялся вниз и строился русский Астраханский Кремль. То есть, вот, в принципе, это одна из основных причин разрушения и исчезновения городов на территории Нижней Волги. Никогда к нам не приходили никакие Тамерланы, никогда к нам не приходили никакие вражеские войска, никто из них наше богатство не разрушал. Все это произошло совершенно по-другому. Вот еще один объект. Это мы вот копаем с 17 года. Будем копать еще, наверное, в пределах 2-3 лет. Огромная мастерская, причем мастерская очень интересная. Называется она стеклоделательная. Вот мы начинали, когда ее исследовать, мы зафиксировали только один вид производства. Сейчас это около 10 совершенно разных видов производства, не связанных между собой. Они менялись с течением времени. Вот эта усадьба просуществовала более 70 лет, то есть непрерывно. Очень интересный материал. Найдено, конечно, огромнейшее количество здесь всевозможных изделий, всевозможных предметов. Я вам покажу такие вот, ну, наиболее, скажем, яркие. Это вот, конечно, изделия из стекла, то, что делали местные мастера. Это вот чаша, которая приехала к нам на Нижнюю Волгу с юго-восточного Крыма. Это вот наше местное нижневолжское производство, кашинные чаши. Вот, наша такая вот марка, скажем, керамическая. Вот, это всевозможные изделия, вот, которые в этой мастерской мы находили на протяжении времени. Это то, что касается Селидного городища. Я о нем говорю, могу говорить часами и днями. Огромный памятник, самый крупный город территории Евразии в средние века. В настоящее время это крупнейший археологический объект Российской Федерации, один из крупнейших в мире. Площадь его 2061 га. Но кроме этого памятника у нас есть еще один великолепный памятник, который мы начали исследовать достаточно недавно и который скоро, ну, он и сейчас уже приобретает мировую известность. Скоро будет, конечно, очень громкие явления, связанные с ним. Это, конечно, Ханское кладбище. Это, опять-таки, второй по величине археологический объект на территории Российской Федерации. Его площадь сейчас, которую мы зафиксировали с помощью неконтактных современных методов, это и лидар, это и ДЗЗ, это и магнитометрия. Сейчас у нас исследована площадь около 700 га, то есть это огромнейшая территория, и это некрополь. Вперед был образован еще в 13 веке как ханский некрополь, как некрополь элиты Золотоордынского общества. Потом постепенно к приходу великого хана Узбека, который принял для государства ислам государственной религии, сам он был мусульманином с детства, но ислам он ввел как государственную религию, и Золотая Орда стала мусульманским государством. Для того, чтобы показать это всему миру, он превратил ханский некрополь своих предков в мусульманский сакральный центр. Над старыми могилами были построены мавзолеи. Причем уровень строительства, сейчас я вам покажу, вот мавзолей, на котором мы работаем. Сейчас нам известно 20 погребенных объектов. Вот, они все достаточно большой величины, но самый центральный, самый большой мавзолей, на котором мы сейчас работаем, это мавзолей номер 1. Его все всегда считали, что именно там похоронен Узбек-хан, вот, но он строился при узбеке и по повелению узбека. Вот этот мавзолей, площадь самого здания 50 на 50 метров, то есть, представляете, какое огромное здание. Высотой оно было тоже не менее 50 метров, если брать законы восточной архитектуры. Вокруг него ограда, и он стоит на холме. Только этот мавзолей занимает, ну, вот этот комплекс этого одного мавзолея занимает площадь 10 га. Вот. Постепенно, еще уже после того, как Золотая Орда распалась, этот мавзолей стоял до 17 века. В 1665 году турецкий путешественник Эмре Челеби, проходя через эти земли, увидел сияние его куполов за 3 дня пути. Так он пишет в своих путевых заметках. То есть в 17 веке все эти сооружения стояли на поверхности. Ну и все правильно, это связано, складывается нормально из астраханской истории, потому что астраханские Кремль начали строить как раз в 18 веке. То есть в 18 веке стали все это дело ломать, к сожалению. По своим размерам и по уровню украсительства архитектурного этот мавзолей превышал всем известный в мире мавзолей Тамерлана.
всегда считал, что это самое большое, самое красивое здание вот подобного рода, да, мавзолейное. Но, как оказалось, здесь у нас люди похоронены посерьезнее намного, и, естественно, отдельно посерьезнее и сооружения строились. Сейчас вот мы начали раскопки в этом году, вот буквально после, во вторник мы уже выезжаем туда, начинаем работу. Вот. Пока мы вышли только на полы, стен, к сожалению, нет, стены разобраны, но нам достались полы, которые позволят восстановить нам и понять внутренний интерьер этого здания. Вот. Таким вот богатством были украшены стены этого мавзолея. Вот эти вот очень интересные изразцы, они служили для того, чтобы вот внешние стены были сложены из такого кирпича, и между кирпичами делались вот такие вот вставочки. Так вот, если посмотреть, у нас сейчас в типологии вот этих вставок 65 типов. Самое большое количество в Самарканде и в Бухаре, где вот эта красота стоит на поверхности, да, куда приезжает весь мир смотреть, вот самое большое количество таких изразцов там встречено 28. У нас пока 65. То есть уже мы видим совершенно разный уровень почитания, разный уровень богатства, архитектурного богатства, который показывал статус человека погребенного.